законодательства войны практически никто этим не занимался. Наконец, уже практически... И в этом тоже есть своя для всех наших we do have some though that we request. So first, you have to be sufficiently. It is limited to people who have graduated high school and are participating actively. Меня зовут Виорел Мошану, я посол Румынии в Беларуси. Мне очень приятно сегодня быть на этой сцене. Для того, чтобы представить румынскую книгу о Румынии. Мне вдвойне приятно, потому что идея этого проекта у нас зародилась несколько лет назад, но в силу разных обстоятельств мы не смогли ее реализовать. И вот только в прошлом году как-то, как говорят, сошлись звезды. И вот получилась книга, мы ее перевели, господин Полос сам переводил книгу. Благодарю ему за это большое. Почему книга об истории румын, а не книга на другую тематику о Румынии? Каждое посольство должно сделать так, чтобы страна, которую они представляют, была лучше узнаваемая, была лучше понятной и понятной. И по нашему мнению, для такой цели история страны, которую представляешь, история нации, которую представляешь, является наиболее удобным, наиболее лучшей возможностью для этого. По истории страны можно понять, конечно, ее прошлое, но можно понять ее настоящее и иногда даже ее будущее. Автор книги, к сожалению, не смог приехать по объективным причинам. Я попытаюсь вкратце его представить, ввиду того, что лично мне посчастливилось лично быть знакомым с ним. Академик Иоанн Аурел Поп является один из замечательнейших представителей румынской исторической науки. С 2012 года он был избран ректором самого большого и самого престижного румынского университета, университет Бабиш-Боlyai в Клуж-Напоке. В 2016 году он был переизбран на эту должность, а с 2018 года у него новая должность, дополнительно. Был избран президентом Академии наук. Он специализируется на средневековой истории румын и на истории Центральной и Юго-Восточной Европы. Сейчас я попытаюсь в нескольких словах передать его биографические данные. Родился в 1955 году, совсем недавно ему исполнилось 65 лет. В 1974 году окончил престижный лицей Андрей Шагуна в городе Брашов с наивысшей оценкой. В 1979 году окончил учебу на историческом факультете университета Бабиш-Боlyai в Клуж
также был первым студентом своего курса. В 1989 году он защищает докторскую диссертацию по теме «Княжеские собрания Трансильвании XIV-XVI веков». В 1991-1992 годах стажировался в США по стипендии Фулбрайт. В 1994-1995 годах был директором Румынского культурного центра в Нью-Йорке. В 2001 году стал самым молодым членом-корреспондентом Румынской академии наук в возрасте 46 лет. В 2010 году стал полным членом Академии, а в 2018 году, как я уже говорил, его избрали президентом Академии наук. Иван Аурел Поп является членом многочисленных научных советов в Румынии, Италии, Республике Молдова, Австрии. Он является автором или соавтором более 70 монографий, более 500 очерков или статей. Его книги были изданы по всему свету. Эта книга, она была издана уже на 7 языках, и вот в прошлом году впервые издана на белорусском языке. Поэтому я завершаю и хочу передать слово господину Олегу Трусову для того, чтобы пополнить информацию о книге и не только о книге, может, о истории. Спасибо. Добрий день, шановні господарі і господарі. Я хотел бы сказать несколько слов про эту уникальную книгу и хотел бы отзначить, что мы вельми вдячні амбасадору Румунії, які підтримали колись нашу ідею зробити історію Румунії менавіта по-білоруськи. Бо для того, щоб добре ведати країну, треба ведати історію цієї країни. І, на жаль, основна маса білорусів, може, чули, що є така країна, а хто такі румуни, що, як, амаль нічого не ведали. І вельми там пошанцевало, що знайшли книгу, одну із лепших про історію Румунії, написана знакомитим істориком. И я хочу отзначить, что я раю перш-наперш почитать книгу нашим професійним історикам і сьогодні тое взяти за приклад, з якою любов'ю треба писати про свій білоруський народ, як написано про румынов. Бо лёс білорусів і румынов шмат у чим близький. Навіть сьогоднішня назва румыны узникла в 17 стагоддзі, коли узникла наша апошняя назва білорусів. І ще що в нас єднає? Що ми прийняли християнство від Візантії. І румыны православні, і білоруси православні. Більш того, у румынов була унія, і у нас була унія, в Трансильванії була підписана унія, і льос уніятів і білоруських, і румунських доволі трагічний. Ну і ще треба відзначити, що контакти жихарів Румынии и Беларуси были вельми давно, еще с римских часов. Бо там появилась Римская империя в другим-третьим стагоддзях нашей эры, особливо завоевание сьогоднішней території краяном. І менавіта оттуль на Беларусь пошли гроши, пошли скарби, речи розные, то есть вуаль римской культуры шла якраз на Беларусь з Дунаю. Ну і треба сказати, що і наші далекі продки, кривичі і інші племени так само прийшли на Білорусь з Дунаю. І Дунай присутничає в наших піснях, в наших казках, навіть є речки, ручаї, наприклад, у Менку впадає ручай Дунай, вот тут під Менском. Так що шмат що огульного. Ну, в історії нічого випадкового не буває. Ми бачимо з вами Мирський замок. Это детали Мирского замка. Хоча за все прийшли з Трансильванії, з Румунії, є публікації на цю тему. Бо православні храми Румунії мають певні аналоги з нашими православними храмами. Це сполучення візантийського готичного стиля. А заснувальник цього замка з роду православного Іллініча. І не випадково, що він мог привезти спеціалістів навіть оттуда, з Трансильванії, з Молдови сьогоднішньої, бо там такі будинки є. Ну і, звісно, я хотів би ще порадити
усім присутнім набити цю книгу і поглядіти, як написано, з якою любов'ю про румунський народ. Вот дай Бог нам так писать своей истории Беларуси, вот с такой, ну, как кажут, пошаной, а и с такой корректностью. То есть корректно написаны отношения с венграми, с украинцами, с поляками. Там так само были непростые стосунки, но автор вельми так мягко описал эти стосунки, не порушаючи некие этичные моменты, но тем не менее оставивши свой румынский погляд на свою национальную историю. Я хочу передать слово историку Владимиру Орлову. Хотел бы начать с того, что Румыния и Беларусь ніколи не мела одна до одной территориальных претензий. И это вельмі важно, это сприяе сябровству наших народов. Я думаю, что этих претензий не возникнет и надалей. Ну, але звертаючись до самой книги, я хочу пригадать, як некалькі гадоў тому я проехал всю Румынию по дороге в Болгарию, был ураженный, нават з окна автобуса был ураженный прыгажосцю Румынии и велізарной колькостью таких историчных памяток. И хотелось доведаться больше про историю Румынии, и теперь это здзейснілася, дзякуючы кнізе, якая нас сегодня собрала тут. История румынов у выкладе Иоанна Аурела Попа повстала передо мной як богатая, складаная, шматстайная история европейского народа. Повстала починаючи з часов даків, які зусім не випадково і недаремно вірили в свою неумиручість. Свідченням гэтаму і книга, яку я тримаю у своїх руках. Ну і особисто мне надзвичай цікаво было читать разделы. Мы ведем свое походження з Рима, а так само разделы про боротьбу румынов с османской погрозой, битва за Крыж, где говорка шла про это героичное для румынов 15-е стагоддзя, коли с часов Мірчі Старога румыны мужно супрацьстаялі этой погрозе для всей Европы. И вот в этом разделе как раз у сапраўдным святле паўстае особа улада Трэцяя Цэпіша, многим вядомага як Дракула, такі страшный Дракула, вампир. Насамрэч это был мудрый, справедливый палітык, дыпламат і паспяховый воевода, які пагражаў пэўны час самому Константинополю, уже захопленному турками. Ну и я уже говорил про революційныя падзеі 1848 года, надзвычай цікавы раздзел таксама. І гэтаму разделу папярэджваюць сторонки про ситуацию у оккупованной Россией у 1812 годзе Бессарабии. И тут шмат аналогий с оккупованными Россией белорусскими землями у конце 18 стагоддзя. Калі автор книги пишет про тое, яким могутным инструментом была церква у русификации Бессарабии, мы одразу згадываем нашу ситуацию. Калі у нашей церкви после ликвидации унии, а униятами была большесть белорусов абсолютная до 1839 года, в этой церкви присылали с глубины России российских святаров, якія не ведали ни мовы, ни традиций народа гэта, змагаліся с купальнем, калядаваннем, с усімі народными звычаями. И
уводили расійскую мову, казані, набажэнствы, там, кнігадрукаванне церковне, тое самае было на працягу стагоддзя і у Бессарабіі, якую не ўдалося русифікаваць, як не ўдалося русифікаваць і нашу Беларусь. Гісторыя румынаў не лепшая і не горшая за гісторыі іншых народаў. Яна не была крышталёва чыстай і не абышлася без плямаў. Але ў ёй былі далёка не адны жахі і няшчасці. Яна была разнастайная, як само жыццё, бо гісторыя ёсць жыццё. Галоўнае ведаць, што паміж іншымі народамі свету ёсць і румыны, якія маюць сваю дзяржаву, ці нават дзве. Румынам ёсць што перадаць сусветнай супольнасці, і яны глыбока ў душы гадуюць сваё послание. Эта книга написана академиком, президентом Академии наук, але написана бясконца далёка от академічнага стылю. Она написана лёгка, популярна и разом с тем вельмі доказна, аргументавана. Дзякуючы этой кнізе Румынія стала до нас бліжэй, і я віншую ўсіх з гэтым. І найперш віншую як бы рухавіка гэтай ідэі, гаспадара амбасадара Виорела Машану. Дякую. Дякую вам, господар Орлов. Слово має Валентин Голубев з Інституту історії Академії наук Беларуси. У меня есть сябры, историки з Академії наук Молдови. І коли я їм задавав питання, чому ви, молдавані, хочете бути у складі румунської держави, яны мне растлумачить так, как я зрозумів і повірив, не змогли. А президент Академії наук Румунії гэта змог зрабіць доходліва, змог вычысціць з маёй галавы тыя савецкія меркаванні, якія ў гэтую галаву укладваліся. І зрабіў это выдатна, і я раю вам усім, хто зараз нас слухае, взяць эту кніжку, пачытаць, і потым мы зможам гэта тлумачыць і іншым людзям. Я па праўдзе скажу, я калі чытаў гэтую кнігу, я зайздросціў аўтару. И мы вот с Дмитрием Колосом уже говорили, я говорю, у меня возникло жаданне, вот как я смог написать историю белорусов, вот у таким стиле, как это написано. Это было бы корисно не только для белорусов, а и для остальных народов, які б могли это почитать. Так як ось эта история румынов, она може не столько важная для румынов, а для тих народів, які контактують, які живуть у Європі. Аналогій поміж румынами і білорусами вельми много. І, як сказав Владимир Орлов, у нас не було ніколи територіальних претензій, політичних претензій одно до другого. Зато у нас все больше и больше поширяются веды. Белорусы больше ведают про румынов. Я сподіваюся, що румыны больше будут ведать про белорусов. Дмитрий, а мы зробим эту книгу и перекладем ее на румынскую мову. И вот то, что зараз зроблено, это вельми и вельми добре. Дякую, великий господар посол, дякую, великий господар перекладчик і видавець. А для мене що було цікаво? Для мене було, звісно, цікаво перекладати з мови, яку я догетуль ніколи не ведав. Але це не перша моя спроба була. Як я кажу, коли у мене питаються, якими мовами володаєте, я, звісно, кажу, що французька, англійська, там, ну, і все, по суті, ну, русська, білоруська. Але
это свободно Володя, а вот усімі астатнімі са слоўнікам. Таму, значыць, вот гэта са слоўнікам, да, спачатку давялося цяжка, но я уже не першы раз браўся за такія праекты. Я, напрыклад, пераклаў Макіявелі у ладар. Таксама не першы мой быў досвед перакладу з італьянскай. Але 10-15 сторонок перакладаеш са слоўнікам, пасля пачынаецца уже, уваходзіш у гэта. Я вам скажу, як у прынцыпе па адукацыі я лінгвіст і выкладчик замежных моваў, то лепший метод выучения замежных моваў – это читать книгу и перекладать ее. Так что вот. Давайте сделаем последнюю фотографию вместе. Давай амбасадор. Так. Подивіться одну книжечку вот эту женщину, вона вельми цікавить. От сидить, ось йой подивіться.